Всем здравствуйте! Эльвира из Америки. Я приветствую всех из своей мобильной студии. Как говорится, наша студия может быть абсолютно где угодно. Где остановимся, там и моя студия. Пора жаптали же пагалам юлташлаг Эльвира Америка. Прожив уже 20 с лишним лет в Америке, я сделала определенный вывод, что все-таки мне повезло в том плане, что я попала в американское общество. Пришлось учить английский язык. Включаешь телевизор — английский, радио включаешь — английский, газету берешь в руки — английский, дома разговариваешь по-английски, на работу идешь — снова английский, в общем, кругом английский. Плюс, живя в американском обществе, я училась американской культуре, потому что, знаете, если бы я приехала в Бруклин, в Нью-Йорк, я не думаю, или же в Сан-Айлес, в Майами, я не думаю, что вряд ли, живя среди русскоговорящих, я научилась чему-то новому. А когда приезжаешь в другую страну, все-таки нужно учиться всему новому. И языку новому, и новой культуре. Всему тому, что, в общем, может пригодиться тебе, вам, в вашей новой жизни, в новой стране. Очень часто я разговариваю вновь прибывшими из России там, и неважно, русскоговорящими, и когда я спрашиваю, как у тебя с английским, они мне все говорят никак. Когда язык знаешь и есть возможность получить лучше работу, а без языка ты настолько себя чувствуешь беспомощно. Поэтому нужно, знаете, уезжать из того места, находить место, где больше всего англоговорящих. Америка, она большая страна, и она очень разнообразная. Разные люди из разных совершенно стран, разной религии люди приехали сюда. И, естественно, у вас просто выбора не будет, как, например, разговаривать с китайцем на английском, или же испаноязычными из Испании, или же из Кубы на английском, то же самое, или же из других стран. То есть вам придется говорить и усовершенствовать свой язык. Поэтому я, например, очень счастлива, что именно моя жизнь повернулась таким образом. Я уже приехала сюда достаточно взрослая, я скажу, в 32 года. И я свое личное хорошее сохранила. И, смотря вокруг, наблюдая, учась как бы новой жизни, я стремилась учиться чему-то новому и чему-то именно хорошему. Говоря о том, что я сохранила свое хорошее, я имела в виду, вы знаете, мы приезжаем сюда уже взрослые с определенным фундаментом. Вот меня ж никто не учил, мне никто не говорил, мне никто не советовал, но я, живя 20 лет в Америке, сохранила свой родной марийский язык. Майташтат, кутрем марла и челаму кулыша мы штем марла. Насчет религии, опять же, сколько раз бы меня не приглашали, в какие бы церкви меня не приглашали, я опять ничего не изменила в своей жизни. Я была вежлива и добродушна к остальным другой религии, но я очень культурно и вежливо отказывалась, сказала «Thank you very much, have a good day», значит, счастливого вам дня, спасибо большое, до свидания. То есть мы все взрослые, и мы все сами все понимаем, что нам нужно, а что нам не нужно. Первый раз, когда мы пошли в ресторан, я обратила внимание на то, что американцы очень любят своих детей, знаете, даже вновь родившихся таскать абсолютно везде. Вот идешь в магазин, и ты видишь, вот, наверное, этому маленькому человечку всего лишь 1 неделя. И они уже гуляют в магазинах, гуляют в парках,
в ресторан ходят, а если ребенок там немножко подрос и он способен уже сидеть, как бы самостоятельно, так в ресторане еще этому маленькому человечку предоставляют специальный стул. А если он еще чуть-чуть постарше, ему дадут еще и книжечку, и раскраску, карандаши, чтобы ребенок чем-то там занимался. То есть я увидела большую разницу в этом. Если мы, например, в России, в Мариэл, в частности, я и сама не таскала своих маленьких детей везде, где угодно. Тут совершенно по-другому. С самого рождения он находится вот в обществе, он видит людей, и причем видит людей абсолютно разных. Вот в этом вот есть и разница, то есть как бы в России это не очень-то принято, я не знаю, может быть сейчас что-то изменилось, но вот когда я уехала, это 20 с лишним лет тому назад, вот такая разница была. Меня очень сильно удивило, знаете, отношение к животным. Я помню, я начала работать, я отвечала на телефонные звонки, я беру трубку утром, и мне моя коллега говорит: Эльвира, я на работу опоздаю, потому что я там увидела маленькую кошечку на дороге, и, в общем, кошечку немножко, говорит, поранили, и, в общем, я, говорит, везу кошечку в специальную ветеринарную клинику. Это, наверное, был уже второй год моей жизни здесь, в Америке. Я удивилась, и мне стало это интересно, и я узнала о том, что как вообще здесь, в Америке, устроено, организовано, значит, отношения, как ухаживают вообще за животными, за кошками, за собаками. Здесь очень много шелтеров, и мне стало интересно, я говорю, а финансирование какое? И мне говорят, в общем-то, финансирование, оно либо зависит от местности, где этот шелтер находится. Если, говорит, это районного значения, значит, район платит за все. И я тогда подумала, наверное, стоит вот такие вот положительные моменты перенять и взять к себе в свою жизнь. То есть я имела в виду тогда вот именно вот в российскую жизнь. И сегодня я, например, да, в интернете наблюдаю, что многое в этом плане то, что изменилось. Хотелось бы еще бы лучше, но так или иначе здесь практически не увидишь вот такой вот... Бывает, но не в таком количестве гуляет, например, стадо там диких собак, которые могут, вот, знаете, растерзать ребенка или там человека или животных. В общем, в этом плане я была поражена, удивлена, и, естественно, мне очень сильно понравилось именно вот как вот здесь относятся к животным. В 2008 году я приехала уже со своей младшей дочерью, привезла ее, это было в ноябре месяце. Мы шли по Еш-Короле, и очень хорошая собака пробежала, овчарка, German Shepherd. И она меня спрашивает, говорит, мама, чья собака? Я говорю, я не знаю. А куда, говорит, она бежит? Я говорю, куда глаза глядят? А, говорит, а что она будет кушать? Я говорю, что она найдет? А, говорит, если она заболеет? Я говорю, ну, ее, говорю, будет проблема. А, говорит, а что, здесь шелтеров нет, что ли? Я говорю, ну, наверное, есть. Я говорю, я, честно сказать, я говорю, даже не знаю. А вообще, говорю, да, проблема с животными, говорю, здесь есть. И стоило бы, в общем-то, эту проблему как-то улучшить. Очень многое тогда моей дочери было непонятно. Она уже прожила, вот уже, скажем так, что 5 лет в Америке и выросла. И она столько мне вопросов задавала тогда. И все думала, и все спрашивала. И иногда я, честно сказать, даже ответов на ее вопросы не находила.
Очень много меня спрашивают про как тут, значит, дело обстоит, значит, с геями и с лесбиянками. Сказать честно, знаете, ну, мне все равно, кто там такой мой сосед, кого он любит и кого не любит, это не мое дело. Как он там живет, и не мое дело разбирать. И тем более, когда на работу приходишь, ты там подписываешь столько много бумаг, что на любой работе в Америке нельзя, значит, дискриминировать ни по сексуальной ориентации, ни по каким-то там политическим взглядам. Неважно, по возрасту тоже не дискриминируют. Я видела, у нас на работе была женщина, которая была за 80, она достаточно ментально и физически могла работать, поэтому она работала. Я помню, как-то я давала, значит, интервью для радио Мариэл, и меня ведущая, она спросила, как я, значит, отношусь к геям и лесбиянкам. Тогда я ей пошутила и сказала, Наташа, если я снова замуж выйду, то мой муж следующий будет снова мужчина. Вот такой вот был ответ. На работу я всегда приходила, и у меня была единственная цель только работать. Я не обсуждала свою личную жизнь ни с кем. Если меня что-то там спрашивали, я, конечно, культурно отвечала, давала вежливый ответ. А работаешь в коллективе, и, в общем-то, ты только нацелена на работу, на продуктивность, и не обсуждаешь ни с кем вот на такие вот темы, разговор, в общем, не ведешь. Единственный у меня был случай, когда я зашла в офис к одному из своих сослуживцев. Я, по-моему, принесла ему какие-то документы подписать, потому что я работала секретарем. И у него стояла такая большая фотография семейная. Смотрю, он там с детьми, и какая-то женщина стоит рядышком с ними. И я ему, значит, говорю, а это твоя супруга? Я, конечно, очень сильно пожалела, потом я, после того, как я его спросила, а он мне говорит, нет, это моя сестра, а говорит, вот этот вот, говорит, мой муж. Хорошо, что я вовремя себя как бы поймала, и как бы внешне я не показала ничего, говорю, очень милая фотография, спасибо большое. Взяла бумажки и говорю, всего хорошего, до свидания, и ушла. То есть таким образом мне совершенно случайно пришлось узнать про его семейную, как сказать, жизнь. А так, меня это мало волнует, мало колышет, и, как говорится, за 20 лет я свое отношение не изменила. Меня никто не трогает, и я никого не трогаю, и слава богу, как говорится, кто там, что там делает, это не мое дело. При этом, смотря в какой части Америки ты еще находишься, например, в Калифорнии там настолько это все открыто. Я, например, была в Сан-Франциско, и это было, опять же, в самом начале нашей жизни в Америке, и тогда это было для меня немножко это шокирующе. Ну, а теперь за 20 лет я как-то привыкла и не обращаю внимания. Мне это не нужно. Я уже начала говорить про работу. Также хочу сказать, что на работе как-то очень не принято спрашивать про заработную плату. Это считается грубо, это считается некультурно, некрасиво, и вот, в общем, все в таком роде. Также не обсуждают, знаете, внешность человека, потому что здесь в Америке очень хватает вот людей достаточно таких вот,
скажем, людей таких пышных, людей, которых таких, скажем, полноватых. Мне иногда самой лично, например, приходилось выслушивать. Если бы я так сказала здесь, у себя на работе, кому-нибудь из своих сослуживцев, вы знаете, я не думаю, что я очень долго бы смогла проработать. Вот это вообще бескультурно указывать, знаете, человеку на какие-то его или ее физические недостатки. Полнота ведь она ведь тоже бывает. Либо на самом деле человек, он заболел, и из-за таблеток ему пришлось вот измениться чисто внешне. Сколько таких уже случаев было? А бывает так, что да, человек бывает, что ленив и не ухаживает за собой. То всю правду только знает один Господь Бог и сам человек. И не надо судить, как говорится, и несудимы мы будем. Сказать можно все, что угодно, а потом ведь обратно слова не заберешь. Я еще в детстве слышала, что с волками жить, по волчьи выть, но я считаю, что на то мы и люди человеческим обликом. Даже у животных, у зверей есть определенные чувства. Поэтому я считаю, что каждый человек, он в ответе сам за свои поступки, за свои дела. Пусть, как говорится, волки и воют, но если ты не волк, так тебе и нужно оставаться человеком. И культурным человеком при том, с хорошим добрым сердцем. Если уж говорить о чем-то тяжело, тогда уж лучше вообще ничего не говорить, потому что, чтобы потом не жалеть об этом. Я желаю вам здоровья и счастья, и берегите себя, как бы это не было тяжело в сегодняшнее время. Оставайтесь людьми и сохраняйте свое спокойствие и все-таки доброту. Дорогие друзья, кто еще не подписался на мой канал, пожалуйста, подпишитесь, распространяйте мое видео. Будьте здоровы и счастливы. С вами была Эльвира из Америки. Чаном каласаш, кутраш лиеш моткошот шука, но кажна айдема шкенджен или шконжем ойренналеш. Тидлан кечмогай или шганат айдема умадам идамонда. Тидлан юмаден подля Илаза, шкендам эскерза, аралза, багалаза, аклаза и возалца моим YouTube каналышке кейша возалта много. Везгана Марта, тентандана Эльвира Америка гичен.